Мы вас подводим последовательно к тому, какие же инструменты климатического финансирования мы будем вместе с вами применять и развивать. И еще раз, как бы рефлексируя тот вопрос, который у нас неоднократно сегодня поднимался, каковы же ключевые подходы к оценке потенциала климатического финансирования в Кыргызской Республике. Мы с вами видим одну очень важную вещь, что и индустрия, и регуляторы, и бизнес, они очень четко реагируют на как бы финансовые такие показатели. Покажите нам, где деньги лежат, покажите нам, сколько нам ресурсов надо, покажите нам, в какие направления мы должны инвестировать. И всегда есть большая проблема. Каков же вообще объем вот этого зеленого климатического рынка и какая ресурсная потребность под все это необходима? Вот в рамках нашего проекта мы пытались ответить на этот вопрос, заходя одновременно по нескольким направлениям. Ну, например, мы должны знать и понимать текущие прогнозируемые значения ключевых индикаторов, таких как энергоемкость, углеродоемкость, доля возобновляемых источников энергии в масштабах страны и в межстрановом сопоставлении. Зная указанные индикаторы, мы можем понимать, как далеко мы можем продвинуться по определенным показателям и какие ресурсы нам потребуются для этого. Следующий блок – это текущие прогнозируемые затраты на реализацию основной программы стратегии. Это тот подход, который делали коллеги, когда разрабатывали определяемые на национальном уровне вклад и отраслевые госпрограммы. Наконец, мы должны понимать, какие объемы финансирования по проектам международной технической помощи иностранным кредитным линиям заходят в страну. И этот подход мы сегодня тоже показали на примере вот этих двух баз данных IATI и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. Также мы должны профилировать зеленый климатический рынок, исходя из показателей бюджета всех уровней. Республиканского бюджета, региональных бюджетов. Какие ресурсы там аккумулируются и выделяются на указанные цели и задачи. Для этого и выполняется такая важная работа, как разработка в том числе зеленой таксономии, какие виды деятельности являются зелеными устойчивыми. И выполняется вещь, которая называется, по-русски метки, бюджетное таргетирование, метки бюджета, budget tagging. То есть вы соотносите определенные расходы государственного бюджета с определенными зелеными тематиками и узнаете, сколько, условно говоря, ресурсов туда зашло по этим темам. Наконец, вы должны анализировать показатели кредитных портфелей банков и структуру затрат предприятий. Это такая terra incognita, далеко не всегда эта информация транспарентна и прозрачна, но мы вот в рамках нашего проекта определенные цифры получили, и сегодня с радостью их с вами обсудим, равно как и завтра с бизнесом. И, наконец, показатели производства, импорта, экспортной операции на рынке зеленых технологий. То есть мы должны и можем использовать вот эти данные для того, чтобы понимать, какой все-таки рынок, особенно исходя из профиля Кыргызстана, когда вы импортозависимая страна по большинству ключевых вот этих позиций климатических решений. Таким образом, вот анализ всех этих источников данных, он позволяет нам сделать достаточно четкую оценку, что собой представляет климатический рынок и какова потребность в климатическом финансировании в определенных климатических инструментах. Этот подход именно работает таким образом, поэтому это важная задача, которую должны у себя реализовать и национальные партнеры, и регуляторы, которые будут системно заниматься этой тематикой. Сейчас я хотел бы сконцентрироваться и несколько слайдов вам показать касательно структуры государственных финансов Кыргызстана для того, чтобы подсветить определенные моменты. Анализ потенциала климатического финансирования всегда начинается с анализа структуры экономики и динамики экономики. Здесь мы на левом графике имеем динамику ВВП в номинальном выражении в миллиардах сомов. И мы видим, что, в принципе, здесь была такая позитивная достаточно динамика, был объективный спад во время пандемии ковида, затем начался отскок экономики. Понятно, что есть инфляционная составляющая, но так или иначе в номинале ВВП достаточно активно вырос. А вот правый слайд, он нам демонстрирует структуру ВВП по итогам 9 месяцев 2023 года. И здесь есть два типа столбцов, зеленые и синие. Вот зеленые столбцы – это те столбцы, которые, по нашему мнению, показывают долю ВВП тех секторов, которые достаточно интересны с точки зрения развития инструментов климатического финансирования.
И структура экономики Кыргызстана, она достаточно интересна. Например, ну, порядка 11% у нас занимает сельско-лесное хозяйство. Обрабатывающая промышленность – это всего лишь 10,5%. Госсектор занимает порядка 6,6%, строительство 5%, транспорт 3,5%, добыча полезных ископаемых 2,2%. При этом доминирующий сектор – это сектор услуг, оптовой розничной торговли, то есть малый и средний бизнес, который совершенно точно, как мы видели сегодня по структуре ВВП и по структуре энергоемкости, прошу прощения, не является крупнейшим потребителем энергоресурсов, но который является крупнейшим донором валового внутреннего продукта в структуре экономики. Это важный аспект, который мы должны учитывать, исходя из следующего слайда. Это объемы и структура капиталовложений в разрезе отраслей. Смотрите, в чем суть состоит климатического финансирования? Она состоит в том, что вы вводите вот в этот левый и центральный график новую составляющую, по сути, новый источник финансирования. Что у нас сейчас происходит с Кыргызстаном? Достаточно нетипичная структура для других государств. Обратите внимание, у нас есть два ключевых источника финансирования. Оранжевый столбец – это средства предприятий и организаций. Ну вот за 9 месяцев 2023 года у нас почти 35,5 миллиардов сомов средств предприятий, организаций. Это объем капиталовложений. А второй по значимости источник финансирования – это средства населения, ну и другие источники. И мы с коллегами вот вчера, когда обсуждали эту тематику, пришли к выводу, что средства населения – это в первую очередь средства, которые направляются в сектор жилищного строительства, потребительского сектора, то есть покупка товаров потребительский, длительного пользования. В то же время, что мы видим? У нас есть растущая доля бюджетных расходов. То есть если в 18, 19, 20, 20 годах он был от 5, где-то порядка от 3,5 до 5% доля бюджетных расходов в структуре капитальных издержек, то в 2020 году эта цифра составляла 8%, а за 9 месяцев 2023 года доля госбюджета, бюджетных средств капитальных вложений составила 14,6%. Переводим на понятный язык, что это означает. Что доля бюджетного финансирования в структуре капитальных затрат существенно возрастает. При этом снижается доля международных кредитов, иностранных грантов и помощи. То есть бюджетные ресурсы начинают потихонечку замещать ресурсы международной технической помощи, зарубежных грантов. Вот особенно это активно продвигалось в 2023 году, тенденция, мы видели ее. О чем это нам говорит с точки зрения перспектив климатического рынка? То есть позитивный момент и негативный момент. Позитивный момент заключается в том, что средства предприятий, организаций, инвестируемые и занимающие основной удельный вес в структуре капитальных вложений, то есть предприятия, организации готовы инвестировать, в том числе в основные фонды, следовательно, и в решения, связанные с лампования, хозяйственная техника. Здесь все сидит вот в статье средства предприятия, организаций. Второй позитивный момент – это то, что население активно является активным участником вот этого финансового рынка, то есть инвестируя большие ресурсы домохозяйств в определенные нужды: жилищное строительство, ремонт, потребительский спрос. Задача государства как регулятора состоит в том, чтобы дополнить вот эти две ключевые статьи финансирования инструментами климатического финансирования, для того, чтобы заместить частично вот эти источники новыми инструментами. При этом негативная тенденция состоит в том, что вы все меньше начинаете использовать иностранных кредитов и грантов и технической помощи. Надо разобраться с причиной, почему это происходит. Причин может быть несколько. Первое, доноры видят, что у вас дела идут лучше, и они переключают эту помощь на другие государства, менее успешные в регионе и в целом по миру. Либо другой фактор здесь может работать, что вы хуже работаете над портфелем проектов, и вы меньше ресурсов привлекаете. С первым фактором мы немного особо сделать можем чего, то есть если донор не хочет, страны не будет. Но мне кажется, что проблема состоит во второй причине, и что именно
мы подошли, возможно, к ситуации, когда в последние годы не были разработаны достаточно такие капиталоемкие какие-то проекты либо кредитные соглашения, которые вот эту долю грантов зарубежного финансирования снизили. И тревожный звонок – это то, что растет доля бюджетного сектора в капитальных затратах. В принципе, бюджет в нормальной здоровой экономике должен включать вот эту компоненту капитальной затраты только в каких-то критических отраслях. Там дорожное строительство, серьезные инфраструктурные проекты, которые не могут обеспечить обычную окупаемость там, где государство должно выполнять свою задачу. Во всех остальных случаях, будь то энергетическая инфраструктура, с инструментами, в том числе климатического финансирования. Этого не происходит. То есть мы должны этот фактор иметь в виду, и государство должно по возможности снижать долю капитальных затрат, свой удельный вес государственных источников капитальных затрат, по возможности делегируя это иным рыночным механизмам, в том числе инструментам климатического финансирования. Потому что денег в бюджете всегда не хватает. Если вы будете делать все большую ставку на средства государственного бюджета, любой макроэкономический шок приведет к тому, что вы не сможете выполнить эти обязательства по развитию инфраструктуры. У вас появляется финансирование, коммерческое финансирование, ваша инфраструктура будет гораздо более устойчивой. И правая диаграмма, на которую я хотел обратить момент, это объем государственных расходов на охрану окружающей среды и ЖКХ. Это просто как маркер того, что происходит с точки зрения бюджетного финансирования ряда отраслей, которые являются потенциально перспективными. Что мы видим? Как бы валовые показатели растут в миллиардах сомов, но при этом сектор охраны окружающей среды, куда в том числе включаются и всевозможные адаптационные решения по сельскому хозяйству, по водному сектору, лесному сектору, это чуть более миллиарда сомов по итогам 10 месяцев 2023 года. Крайне малая сумма. Аналогичный сектор ЖКХ. Мы имеем долларов плюс-минус в год. Это недостаточно для восполнения основных фондов, для реализации каких-то масштабных инфраструктурных программ повышения энергоэффективности. А мы с вами помним, что в секторе ЖКХ сосредоточен основной рыночный потенциал в сфере развития климатического финансирования. И имея в виду, что госрасходы в этой сфере составляют всего лишь 7,5 миллиардов, мы понимаем, что этих ресурсов будет критически недостаточно. Соответственно, нам нужны новые инструменты. Где мы можем взять эти деньги? Коммерческие кредиты, инструменты, ресурсная база банков. Но хитрый вопрос, как это сделать? Это основной вопрос, как это сделать. Надо для начала посмотреть в целом, что собой представляет рынок кредитования в Кыргызстане. Например, мы можем видеть, что по данным Нацбанка, активы коммерческих банков Кыргызстана достаточно устойчиво растут в последние годы. Они достигают уже почти 600 миллиардов сомов. При этом структура кредитного портфеля, она тоже достаточно интересна. У нас основной удельный вес занимают торговые коммерческие операции, то есть это 84, по-моему, миллиарда, наверное, сомов, прошу прощения, по итогам 11 месяцев, порядок очень маленький. Но на втором месте идут потребительские кредиты, на третьем сельское хозяйство. То есть из климатически уязвимых секторов у нас сельское хозяйство первое место занимает 31 миллиард сомов. Затем ипотека более чем в 3 раза уступает. Промышленность – это достаточно небольшой удельный вес. Вывод основной, который мы формируем. Текущая структура кредитного портфеля, она отражает, в принципе, структуру экономики. У нас есть торговый сектор торговых услуг и коммерческих услуг как ключевой сектор в экономике. И у нас есть большой сегмент потребительского кредитования, сопоставимый с крупными секторами экономики, с которыми банки предпочитают работать. Вывод, который мы делаем, то есть сегмент потребительского кредитования, он интересен банкам, и мы должны предложить продукт финансовый, климатическое финансирование, который будет работать с этой группой потребителей. Ну и другие сегменты у нас пока что не дотягивают с точки зрения привлекательности. И отдельный момент, на который хочется сделать акцент, это географическое распределение кредитного портфеля. Половина всех кредитных ресурсов концентрируется в Бишкеке.
То есть территория страны, она очень неоднородна, и когда мы будем работать над дизайном климатического финансирования, надо понимать, что там половина займов, половина субсидий, половина иных инструментов, они могут быть локализованы в городе Бишкек. Только в связи с тем, что вся основная экономика, жилая инфраструктура приоритетно сосредоточена здесь. И этот момент мы должны учитывать. Денег в экономике. Очень важный момент, наверное, ключевой момент, который позволяет нам сделать вывод о том, что не все хорошо в финансовой системе Кыргызстана. По последним данным Нацбанка, ставка рефинансирования составляет где-то 13%. Около 13%, если мне память не изменяет. И вот на левой диаграмме мы видим уровень средневзвешенных процентных ставок по всему пулу кредитов в национальной и в иностранной валюте, которые выдавались по состоянию на ноябрь 2023 года. И мы видим, что величина процентной ставки, которая есть в экономике, она, конечно, неприемлема для развития обычных инструментов коммерческого кредитования. Потому что, когда, например, у вас в секторе сельского хозяйства кредит уходит по 20,5%, в сфере ипотеки 16,9%, строительство 14%, то вы не можете реализовать коммерчески окупаемые проекты, у которых срок окупаемости будет 6, 7, 8 лет. Например, в Европе активно, мы брали сегодня пример энергосервисных контрактов, активно реализуют ЭСКО-проект, где срок окупаемости составляет 12-15 лет. Но они кредитуются по 2-3% зачастую. И поэтому в указанной бизнес-модели окупаемость в 12 и даже 15 лет, она может иметь коммерческий смысл. В условиях Кыргызстана при таком уровне процентных ставок у основных отраслей мы не будем иметь чисто экономического смысла в любых проектах, связанных с углеродным финансированием, без одного решающего фактора – механизмов компенсации государством этих высоких процентных ставок. И над этим на самом деле работают все институты развития, зарубежные финансовые институты. То есть наличие такого рода высоких ставок не является запретительным барьером для того, чтобы ничего не делать. На самом деле есть куча инструментов, мы сегодня на них посмотрим, как указанная проблема может быть снята. И второй аспект, на который хочется обратить внимание, это величина процентных ставок в зависимости от срочности кредитных ресурсов. То есть короткие ресурсы, они в экономике Кыргызстана дороже. Для кредитов на срок более 3 лет, по состоянию на ноябрь 2023 года, процентная ставка составила 15,6%, а климатические инвестиции – это длинные ресурсы. То есть у нас нет коротких денег, быстрых денег, указанные проекты. Соответственно, мы делаем вывод о том, что любой инструмент климатического финансирования, который будет ориентирован на привлечение ресурсов банков со стороны государства либо внешнего партнера, мы должны получить инструмент компенсации процентных ставок. И этот инструмент будет, в принципе, экономически обоснован. Так. Еще раз хочу напомнить про оценку потенциала. Да, мы обозначили несколько подходов к тому, как посчитать рынок климатического финансирования перспективно. Этот подход, связанный с импортом зеленых технологий, это очень важный сигнал для бизнеса. То есть мы, с одной стороны, обсуждаем эту проблематику сегодня с точки зрения видения регулятора, но ключевую роль структурирования зеленого финансирования и климатического финансирования в Кыргызстане будет играть позиция бизнеса. Если бизнес видит емкую рыночную нишу, он пытается в эту нишу встроиться, тем или иным способом пролоббировать создание инструментов, например, по линии коммерческих банков. Если банки будут видеть, что есть, например, традиционные сегменты кредитования, потребительское кредитование, кредитование торгового сектора, сектора услуг, и если они видят, что, оказывается, есть большой многомиллионный рынок зеленой тематики, климатической тематики, для них это будет веским мотивом развивать соответствующие финансовые продукты. И мы сегодня поговорим детально о том, как это можно сделать. Важный национальный индикатор, индикативный документ, на который всегда обращают внимание, и в первую очередь обращают внимание, что особенно важно, международные партнеры, это стратегические документы, и в случае Кыргызстана это определяемый на национальном уровне вклад. Это наш основной документ, в котором прописаны цели климатической политики, насколько мы должны снизить эмиссию парниковых газов в разрезе различных сценариев, и при различных сценариях
международные поддержки, денег нам дают или денег нам не дают, или дают меньше, чем мы хотим. И, наконец, здесь задаются очень четкие, понятные количественные индикаторы, прощения, где, в каком секторе, какой ресурс нам необходим. И очень важно, глядя на АНУФ Кыргызстана, понимать следующее, что способность реализации со стороны целей долгосрочной климатической политики ключевым образом, и правительство это понимает, зависит от международных ресурсов, международной поддержки. В АНОВе прямо указано, если у нас есть только собственные внутренние ресурсы, мы сокращаем эмиссию там на 2,3 миллиона тонн СО2 эквивалента. Если у нас приходит внешняя поддержка, мы как бы удваиваем этот объем сокращения. Все. То есть есть прямая, четкая взаимосвязь между объемом ресурсной поддержки, которую страна планирует получить, и возможностью доступа к международному финансированию. Сколько денег нам надо? 10 миллиардов долларов. Из них даже номинально по этому документу мы только на треть, по сути, обеспечены собственной ресурсной базой. 2/3 изначально предполагалось привлекать по международным каналам. Вот считайте сами, 7 миллиардов долларов минимум нам надо найти по международным источникам. А затем, собственно, чему был посвящен вот этот анализ источников климатического финансирования? Мы пытались понять, окей, надо 10 миллиардов долларов, из них 6 мобилизовать, 7 мобилизовать на внешних как бы по внешним источникам, а сколько же реально мы смогли привлечь за 10 или 11 или 12 лет. Ну и оказалось, что суммы не слабые смогли привлечь, но они и близко не стоят с теми целевыми индикаторами, которые у нас запланированы по АНУФ. Соответственно, это подводит нас к следующему вопросу. В каких секторах, в каких объемах мы должны направлять ресурс. Вот почему я транслирую как бы логику международных доноров, международных финансовых организаций. Когда они разговаривают с вами, обсуждают проект, они смотрят на АНУФ, они смотрят вот на эти цифры. Ну, я привожу оригинально то, что изначально было в АНУВе. Сейчас у вас есть новый план, немножко скорректированные цифры, но они смотрят на секторы, смотрят, сколько вам необходимо в энергетике. Надо, например, в рамках таких-то сценариев 7,2 миллиарда долларов США. Вот исходя из этого, они готовы предоставлять инструмент в первую очередь под решение задач в наиболее, например, углеродоемких секторах экономики. Чем меньше у вас доля данного сектора в выбросах, чем меньше у вас потребность в финансировании внешнем конкретного сектора, тем с меньшей охотой они будут вкладываться в инструмент финансовый для конкретного сектора, потому что его вклад в решение общей национальной проблемы не будет таким значительным, как в случае, если не вложится в наиболее крупный сектор. Транслирую это простым языком. Что это означает? У нас есть 3 ключевые отрасли, на которые будет приходиться основной объем финансирования. Ну, 3 ключевых сектора. Это энергетика, водные ресурсы и сельское хозяйство. Вся инфраструктура климатического финансирования в Кыргызстане, она должна в первую очередь быть выстроена вокруг этих отраслей. Если мы смотрим на сектор энергетика, мы его дезагрегируем на несколько ключевых категорий, вокруг которых будет выстраиваться климатическое финансирование. Это повышение энергоэффективности, которое в свою очередь будет, исходя из структуры вашей экономики, основной акцент делать на жилой сектор и бюджетный сектор, и возобновляемые источники энергии. То есть, когда мы говорим про климатическое финансирование, нам нужны продукты по повышению энергоэффективности и по поддержке возобновляемых источников энергии, потому что эти продукты дадут нам максимальное сокращение СО2. Когда мы говорим о водный сектор и сектор сельского хозяйства, это адаптационные проекты, значит, вокруг этих двух секторов также будет сосредоточено по убыванию вот основное внимание партнеров и доноров. Все остальное – это комплементарное. Ну, помимо сектора снижения рисков чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, конечно же, не забываем про это. Но это уже несколько иной акцент. Поэтому сейчас мы последовательно рассмотрим основные инструменты, которые в мире применяются, и попытаемся оценить их применимость либо неприменимость применительно к условиям Кыргызстана. Начнем как бы с такой достаточно глобальной и активно развивающей тематики направления системы торговли выбросами парниковыми газами. В рамках нашего проекта мы собрали, консолидировали основные данные по всем ключевым системам
торговли выбросами. Ну, вернее, мы знаем, где эти данные найти. Это данные Всемирного банка. У них на портале, соответственно, вся информация есть в открытом доступе. Что важно? В мире есть несколько десятков систем торговли выбросами. И совершенно точно нету универсального решения для Кыргызстана. Каждая система, она функционирует в в совершенно уникальном законодательном поле. Там есть свои специальные, значит, нюансы, национальные, страновые, отраслевые, которые необходимо учитывать. Но если мы посмотрим на общую вот динамику мировых систем торговли выбросами, мы видим, что есть три ключевые системы, которые охватывают в общемировом масштабе наибольший объем выбросов. Это европейская система, китайская система и корейская система. На каждую из них приходится там, от 1 до 9% общемирового объема эмиссии. А дальше по убывающей у нас идут отдельные национальные и даже региональные системы торговли выбросами. Но основной момент какой, что если мы посмотрим абсолютные обороты по указанным системам, мы можем видеть, что даже в крупных странах, левый график, объем торговли, он небольшой. Ну, исключением составляют три системы. Европейская система торговли выбросов, там оборот за 2022 год был 42 миллиарда долларов. В рамках системы торговли выбросами Великобритании мы имеем 7,6 миллиарда долларов, и порядка 7 миллиардов пришло на немецкую национальную систему торговли выбросами. Все остальное – это десятки миллионов долларов даже для особо крупных, относительно крупных стран и регионов. Правая диаграмма, она демонстрирует нам цену стоимости квот в разрезе различных систем торговли выбросами. Например, если для европейской системы это было в среднем 96 долларов, хорошая цена, которая обусловила высокий оборот. Для Швейцарии, Великобритании это 88,94, то, например, для Казахстана это 1,1 доллара США. То есть практика хорошая Казахстана, которая есть, которая транслируется как пример государств Центральной Азии, это хороший пример таких регулятивных попыток, инфраструктурных попыток создать механизм, но он ничтожный с точки зрения мобилизации климатических ресурсов. Поэтому, проецируя возможность и необходимость внедрения системы торговли выбросами углерода в Кыргызстане, можно сделать следующий ответ. Смысла в национальной системе на сегодняшний день нет. Но, возможно, появятся перспективы и предпосылки для внедрения региональных систем торговли выбросами в рамках ЕАЭС, например, либо в рамках неких двусторонних соглашений там, с крупными странами или центральноазиатские государства решат что-то подобное запустить, или вы запартнерите с Китаем. Так или иначе, это история, которая не сработает быстро и сейчас не позволит вам мобилизовать более-менее значимый финансовый ресурс. Поэтому обязательно учитывайте при дизайне данный аспект. Вторая тематика, которая реализуется в мире, как мобилизовать климатические ресурсы. Вводится углеродный налог. Хотя это не совсем элемент как бы рыночного финансирования, да, это там квазифискальная мера, но мы его часто рассматриваем как инструмент. Опять же, по данным Всемирного банка, у нас есть несколько десятков примеров систем углеродного налогообложения. То есть они активно работают и в азиатском, и в африканском регионе, и в Европе, и в Латинской Америке, и в Северной Америке. Примеров великое множество. Но если мы посмотрим на конкретный... Так, минутку. Да. Если мы посмотрим на конкретные кейсы, какие же системы являются наиболее успешными с точки зрения охвата объемов выбросов, мы увидим, что это японская, южноафриканская, мексиканская системы. То есть на них приходится где-то от 1,7 до 0,6% охвата мировых выбросов. Все остальное – это относительно небольшие истории, региональные и на уровне провинции. Опять же, если смотреть в деньгах, что такое введение системы углеродного налога для определенной страны либо провинции? В Канаде, в Калифорнии, в Швеции, в Норвегии, Финляндии, Японии, Швейцарии этот инструмент позволяет мобилизовать достаточно большой ресурс. Ну, свыше миллиарда долларов. В случае Канады это 5,5 миллиардов долларов. Но если мы посмотрим на ставку углеродного налога как на базовый индикатор, им субъектом углеродного налогообложения могут являться широкий спектр там
решений. Например, это может быть автомобильное топливо, это может быть топливо для электростанций, тот же уголь, мазут, и природный газ и так далее, в зависимости от эмиссии. Мы увидим совершенно разноплановую картину, которая отличает страны на два порядка. Ну, примерно. В Уругвае величина налога на выбросы углерода достигает $156 за тонну. То есть это абсолютно драконовская мера, которая стимулирует очень быструю декарбонизацию углеродоемких отраслей, энергетики, топлива. Но если мы посмотрим на углеродный налог в Украине, он составляет $0,8 на тонну. То есть это абсолютно такая косметическая мера, которая не решает никаких проблем, просто попытка страны показать, что они движутся по этому направлению. А в Польше, в Латвии эта величина варьируется от $14 до $16 за тонну СО2. Поэтому, говоря про Кыргызстан, может ли этот инструмент работать? Теоретически, да. Но он, например, имело бы смысл, исходя из ваших экологических проблем, которые у вас есть на сегодняшний день, и решение проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Бишкеке, рассматривать его возможно в перспективе как фискальную меру, которая позволит, например, постепенно выводить из эксплуатации старый транспорт, старый автомобильный транспорт, старый коммерческий транспорт, и таким образом создавать дополнительные фискальные стимулы для обновления автомобильного парка, чтобы решить экологическую проблему. Но не более того, опять же, применительно к Кыргызстану, мы не можем сказать, что такого рода инструмент поможет мобилизовать некие значительные ресурсы, даже 10%, даже 5% для решения задач, связанных с реализацией определяемого на национальном уровне вклада. Следующая тематика, которая кажется более перспективной для Кыргызстана – зеленые облигации. Важно понимать там вводную часть такую небольшую, напомнить, что такое облигация. Облигация – это долговой инструмент. Вы выпускаете в оборот ценную бумагу, но ее зеленая окраска говорит о том, что эта облигация носит целевой характер, и ресурсы, которые вы получаете, реализуя такую облигацию, будут направлены на зеленые, например, климатические, энергоэффективные иные проекты. Почему зеленые облигации на сегодняшний день являются важным инструментом, с которым целесообразно, вот в части зеленых облигаций, его целесообразно всемирно поддерживать в Кыргызстане? Международные организации, международные доноры очень любят климатические облигации, потому что они могут быть структурированы под решение и достижение конкретных целей устойчивого развития. Есть достаточно большое количество руководств и рекомендаций по инфраструктуре климатического финансирования. И чем хороши зеленые облигации, они позволяют нам реализовать много чего по целям устойчивого развития. Сейчас будет несколько слайдов, которые помогут нам четко понимать, например, каким ЦУРам могут способствовать зеленые облигации. Решения. Например, ликвидация бедности, ликвидация голода, там крепкое здоровье, хорошее самочувствие, чистая вода и санитария, доступная чистая энергия. Под каждую цель устойчивого развития, которая в той или иной степени затрагивают аспекты, связанные с изменением климата, мы можем структурировать продукт, то есть мы можем подготовить зеленую облигацию и тем самым привлечь финансирование. Зеленые облигации – это, как правило, инструмент, который может быть реализован на внутреннем рынке, если у вас есть соответствующий фондовый рынок, соответствующие институциональные инвесторы, или же может быть ориентирован на внешний рынок, то есть на внешнего покупателя этого долгового инструмента. А мы с вами помним, что есть из первой нашей презентации, что на сегодняшний день есть зеленые климатические инвестиционные фонды. Они как раз в свой портфель инвестиционных проектов скупают такого рода инструменты и инвестируют. Они никогда не будут инвестировать в зеленые месторождения, в нефтяное месторождение, но они будут охотно инвестировать в эмиссию подобного рода зеленых облигаций, которые вы, например, как страна, можете взять и использовать для финансирования крупных инфраструктурных проектов, например, по развитию водного сектора, строительству новых водозаборов, модернизации водоочистных сооружений, повышение надежности водоснабжения уязвимых сельскохозяйственных регионов, строительство крупных объектов ветроэнергетики, развитие зарядной инфраструктуры электротранспорта, обновление парка общественного транспорта с переводом его на электрическую тягу, то есть электробусы и так далее и тому подобное. Это один из важных инструментов, который позволяет нам единоразово мобилизовать достаточно большой ресурс.
Когда мы начинаем смотреть на инструмент зеленых облигаций, очень важны так называемые истории успеха. Подскажите нам, где, как говорится, что-то подобное было сделано, желательно в нашем регионе, где коллеги из других стран могли мобилизовать подобного рода ресурсы, значительные для решения важных государственных задач. И таких кейсов достаточно много. Мы взяли статистику люксембургской биржи. Это абсолютно открытые данные. Кстати, один из немногих источников, которые находятся в открытых данных. В основном по зеленым облигациям данные закрыты, но мы рекомендуем вот эти данные. Это банк данных, он тоже у нас будет распространен среди всех коллег, которые участвуют. Обратите внимание, первая строка. В Кыргызстане были выпущены так называемые социальные облигации, пилотный выпуск, но в дальнейшем эта история пока что развития не получила. Ни по зеленым инструментам, ни по ESG так называемым инструментам, но зеленые облигации, инструменты активно выпускались в последние годы в Армении, в Казахстане, в Грузии, в Украине, в Узбекистане. И целью задач как раз стояла мобилизация финансирования для реализации достаточно крупных инфраструктурных проектов. Поэтому даже в странах, которые сталкиваются с сопоставимыми социально-экономическими проблемами, вы как государство можете всегда пытаться найти дополнительный ресурс для того, чтобы мобилизовать финансирование по вот этим каналам. Как правило, уровень доходности там, ну, скажем так, сопоставим, и уровень затрат на эмиссию облигаций сопоставим с коммерческими займами, займами по линии международных финансовых организаций. Но это хороший альтернативный инструмент, когда вы хотите иметь там больше гибкости, больше срок, меньше срок на реализацию проекта, потому что структурирование проекта с Европейским банком реконструкции, развития и так далее у вас займет несколько лет. А здесь вы в течение года можете обеспечить выпуск бумаги, ее верификацию независимым верификатором и запуск в обращение получения живых денег. Поэтому, когда у государства стоит задача быстрая оперативная мобилизация финансирования, вы с вот этими зелеными бандами можете достаточно быстро реализовать нужный пул инвестиционных проектов, тем самым имея предсказуемую структуру последующего финансирования. Облигации выпускаются на достаточно длительный период, где-то 7 лет, где-то 10 лет, имеют фиксированную доходность, то есть вы прогнозируете свой внешний долг. Вы знаете, что и через 10 лет по этой бумаге вам надо выплатить там 5,5% купонного дохода. Все бумаги, они проходят оценку независимыми верификаторами. Когда вы залезете и на сайт вот этой люксембургской биржи и даже посмотрите на тот файл, который мы вам предоставим, вы увидите, что там к каждому вот этому проспекту эмиссии есть гиперссылка на отчетный документ. Отчетный документ валидатора, верификатора этой бумаги, международную структуру. И вы уже сейчас можете знать, на что вам надо обратить внимание, если вы собираетесь активно использовать инструмент зеленых облигаций для решения проблем проектов в водном секторе, сельского хозяйства, энергоэффективности. Вы видите, что написано как бы в проспекте эмиссии, вы увидите, на что обращают внимание международные партнеры, вы увидите, каковы их требования, и тем самым вы свою национальную нормативную базу сможете уже достаточно оперативно готовить к тому, чтобы работать эффективно с указанным инструментом. То есть в нашем понимании вы можете по линии зеленых облигаций мобилизовывать несколько десятков миллионов долларов в год, которые относительно комфортно лягут на ваш общий совокупный долг. У вас долг общий порядка 7 миллиардов долларов государственный. Но при этом мобилизация несколько десятков миллионов на приоритетный проект под предсказуемую такую нормальную, комфортную, достаточно процентную ставку, это будет неплохим решением, которое быстро позволит крупные ресурсы выдернуть и направить на нужные проекты. Отдельно хочется остановиться на механизмах проектов повышения энергоэффективности. На самом деле их великое множество. Начиная от собственного финансирования, за собственные ресурсы, инструмент зеленых облигаций, опять же вспоминаем, лизинг, оборудование, займы и заканчивая более сложными формами, например, там энергосервисные контракты, про которые мы уже говорили сегодня. Важно понимать следующее: нет универсального инструмента. Например, бизнес, для них более понятно является работа с лизинговым инструментом, потому что они работают активно с лизингом оборудования. Поэтому, создавая некий продукт по энергоэффективности для бизнеса, для промышленных предприятий, ну, например,
теплотехническое оборудование, котлы, тепловые насосы, энергоэффективное насосное оборудование, энергоэффективное осветительное оборудование, компрессоры и так далее, вы можете создать систему поддержки внедрения бизнесом такого рода промышленного оборудования. Вы можете для себя сказать, что мы будем помогать бизнесу, например, компенсировать частично процентную ставку по такого рода кредитам, чтобы и банк получал приемлемую норму маржи для себя, и в то же время, чтобы эффективная процентная ставка была не очень высокая. Когда вы говорите про энергосервисные контракты, мы уже сегодня говорили о том, что здесь важно определить приоритетную модальность и приоритетный сектор, с которым вы хотите работать. В условиях Кыргызстана это в первую очередь будет госсектор, бюджетный сектор, жилой сектор. Соответственно, для них работу компании целесообразно ориентировать на сектор бюджетный, ну и немножко на сферу ЖКХ и жилой фонд. Все остальное это не будет приоритетным, исходя из опыта работы энергосервисов в других странах. Особенно важно понимать следующий контекст. Есть так называемая лестница механизмов финансирования энергоэффективности. Вот внизу этой лестницы находятся традиционные там бюджетные либо квазибюджетные инструменты финансирования. Вверху находятся рыночные инструменты. То есть если мы движемся по этой лестнице снизу вверх, мы переходим от грантового бюджетного финансирования к револьверным фондам, затем, условно, эско-бизнесу, затем у нас еще выше стоят кредитные линии через банки развития, предоставляемые люди через коммерческие банки. Еще выше по этой рыночной шкале стоят инструменты дерискинга, то есть инструменты гарантирования и снятия рисков с инвестиций в подобного рода клиенты. И, наконец, на самом верху этой лестницы стоят энергосервисные компании, обычные коммерческие энергосервисные компании. Так вот, в чем состоит важный момент. Вы находитесь сейчас, условно говоря, в нижней трети этой лестницы. Вы в основном используете либо грантовые ресурсы, либо ресурсы, связанные с некой государственной ограниченной поддержкой. Ваша задача состоит в том, чтобы пройти по этой лестнице вверх и выбрать ту оптимальную модальность, которая будет работать в условиях Кыргызстана. Ну, например, суперэско, значит, механизмы кредитования, механизмы финансирования через револьверный фонд и механизмы соответствующего кредитования через коммерческие банки, банки развития и так далее. Это тот путь, который снизу вверх проходят практически все страны, которые занимаются финансированием. Затем, когда у вас создается развитая рыночная инфраструктура энергоэффективности, тогда сами на рынке появляются энергосервисные компании. То есть рынок и банки готовы работать на этом новом рынке, и бизнес сам решает, куда ему прийти. И важно понимать, что нельзя зачастую заняться сразу созданием энергосервисных компаний, не сосредоточившись на прохождении вот этих предыдущих ступеней. Как же решается проблема, свойственная экономике Кыргызстана, проблема высоких процентных ставок? Ну, это на самом деле есть очень большая диверсификация различных инструментов поддержки энергоэффективности в зависимости от стоимости денег, которые есть в экономике. Ну, например, в Японии есть отрицательные процентные ставки. В ряде стран они составляют единицы процентов от 1,5 до 3%. В ряде стран ставки составляют где-то порядка до 5%. И в указанных государствах активно работают механизмы субсидий на модернизацию, механизмы револьверного фонда, финансовой поддержки реализации энергоэффективных проектов через бюджетные ресурсы, эско-фонды, финансирование гранты для различных агентств. Но как только вы поднимаетесь в зону высокой инфляции, а у нас внизу находится Кыргызстан, вторая позиция снизу, это для стран с низким средним уровнем дохода. Вот для Кыргызстана у нас 13% ставка рефинансирования, для Украины 25%. То в этих странах более активно работают программы господдержки, а также финансирование донорами, международными финансовыми организациями. Вот это как бы то, что у нас есть. Но для стран, которые находятся в зоне государств с низким уровнем дохода, таких как Кыргызстан, низким средним уровнем дохода, важный инструмент стимулирования развития энергоэффективности могут являться налоговые стимулы для проектов и частичное покрытие гарантиями проектных рисков. Вот эти инструменты дерискинга. То есть, опять же, занимаясь дизайном национальной системы климатического финансирования, мы должны учитывать макроэкономику, и мы должны учитывать то, какие инструменты работают в странах с аналогичными макроэкономическими проблемами. У нас есть решение.
То есть что делает государство? В условиях Кыргызстана мы берем, создаем, например, определенные стимулы для проектов. Снижаем величину НДС, либо вообще его обнуляем. Снижаем определенные ставки налогов, ввозные импортные пошлины, если такой инструмент у нас может быть разрешен. Создаем инструменты гарантирования для того, чтобы компаниям не пришлось рисковать своим имуществом, либо гарантировать, что определенное возмещение и определенное снижение потребления энергии будет гарантировано и так далее. Вот так это работает. Если мы говорим про Супер Эско, да, ну еще раз зафиксируем этот момент, что Супер Эско это ключевая как бы квазигосударственная, как правило, компания, которая аккумулирует себя, управляет большим пулом проектов, субконтрактуя на эти цели и задачи обычные традиционные энергосервисные компании и подрядчики. Глядя на Кыргызстан, мы, в принципе, видим этот потенциал для работы в привязке к бюджетному сектору. То есть, если поставить задачу модернизировать, утеплить, отреновировать несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры там за 20 лет, то нам имеет смысл посмотреть на бизнес-модель Супер Эско. При этом важно понимать, что ее, скорее всего, профандируют там в размере может быть до 20-30% государства через разовое какое-то вливание, а затем в последующем основная доля ресурсов будет предоставлена международной финансовой организации. То есть применительно к Кыргызстану мы бы оценивали такой потенциал ежегодных проектов, ну, до 10 миллионов долларов, например, я думаю, что могли бы аккумулировать это порядка 2-3 десятков проектов в год они могли бы выполнять. Возможно, больше, при уже когда обороты пойдут и компания сможет более активно большее количество проектов реализовывать. Вот как бы те пределы, которые есть у нас. С точки зрения модальности, Супер Эско наиболее эффективно имеет смысл Кыргызстану посмотреть на опыт двух стран, это Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. Там очень четко показано и расписано, как указанные компании работают. Они были созданы с участием государства, профандированы государством, и при этом они очень тщательно подошли к разработке стандартов управления проектами. У них шикарные там закупочные процедуры, шикарные процедуры субконтрактации, большого количества субподрядчиков на реализацию. Поэтому вот это та модальность, которую мы видим достаточно перспективной с точки зрения, скажем так, организационного менеджмента. Отдельная наша головная боль в Кыргызстане – это финансовые продукты климатического финансирования для домохозяйств. Что мы сделали? Мы проанализировали опыт внедрения определенных финансовых инструментов для того, чтобы население, ну, глядя на домохозяйство, мы говорим в первую очередь, как Европейский Союз помогал домохозяйствам ЕС повышать свою энергоэффективность, с помощью каких инструментов. И вот эта матрица, она содержит опыт, пример всех стран ЕС плюс Великобритания, какие инструменты, выделенные зеленым, доказали свою эффективность, высокую эффективность, желтенькие, какие были не очень эффективны и какие были низкоэффективны. Есть несколько инструментов, что делает государство. Оно может субсидировать покупку энергоэффективного оборудования, либо оборудования возобновляемых источников энергии, например, для отопления. Оно может субсидировать энергоаудиты многоквартирного или индивидуального жилого фонда. Оно может субсидировать тепловую модернизацию зданий. Государство может представлять субсидии на новое энергоэффективное строительство, субсидировать покупку энергоэффективной бытовой техники, субсидировать прочие энергосберегающие мероприятия, предоставлять льготные кредиты на энергосбережение. Если мы посмотрим на опыт стран ЕС, мы увидим, что основным эффективным инструментом стало субсидирование тепловой модернизации зданий, а также субсидирование покупки энергоэффективного оборудования возобновляемых источников энергии для отопления. Применительно к Кыргызстану это говорит о том, что да, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы запустить такого рода инструменты через, например, отдельный фонд поддержки домохозяйств, который предоставляли бы соответствующие микроинструменты финансирования. То есть это имеет смысл сделать, потому что население является активным заемщиком, оно является дисциплинированным заемщиком, оно платит по своим долговым обязательствам. И, как видна практика, население в странах Европейского Союза охотно вкладывалось в эти проекты, но при одном условии, что у нас существуют тарифные стимулы. То есть уровень тарифов на энергию был достаточно высок для того, чтобы там появлялась хорошая экономическая выгода.
Поэтому, когда мы говорим про создание определенных инструментов для населения, работающих, мы должны понимать, что мы отходить от инструментов субсидий имеется. То есть в этом случае оно будет работать, и в этом случае появляется экономический стимул для того, чтобы люди брали кредиты. Как это выглядит на практике? Хочет человек переключить свой дом с сжигания угля на природный газ, например, или поставить там пеллетный котел, либо тепловой насос, вы компенсируете государством 10, 20, 30% капитальных затрат, либо предоставляете рассрочку по платежу там, на 5 или 10 лет. Хочет человек купить энергоэффективный дом, построить индивидуальный, вы как государство разрабатываете типовые проекты такого жилья и говорите, что в случае, если вы для себя решили построить дом и берете типовой проект, мы вам даем льготный кредит, льготную зеленую ипотеку, например. Если человек решил поменять у себя в доме стеклопакеты, утеплить стены в индивидуальном жилом доме, крышу поменять или утеплить, опять же, в соответствии с определенными стандартами, вы ему предоставляете либо субсидирование, либо какие-то налоговые вычеты, либо рассрочки. Это дизайнится индивидуально. Вот так это работает. Люди готовы платить за те вещи, где они видят комфорт, где они видят прогнозируемую экономику понятную, а для государства нет разницы, как вы сэкономите там 1 киловатт-час. Вы его сэкономите на предприятии, в бюджетном секторе, либо у частного домохозяйства. С точки зрения достижения целей климатической политики все равно. Но поскольку у вас структура экономики такая, что из предприятий промышленных вы особенно ничего не выживете, вы занимаетесь в этом случае, переключаете свое внимание на частный сектор. И частный сектор подскажет вам, какие продукты ему нужны. Вот почему, например, завтра мы будем разговаривать с банками, тестировать их готовность работать с этими инструментами для того, чтобы, в перспективе уже более детально на них заходить. Еще один важный элемент, на который я хочу обратить внимание, это зеленые страховые продукты. Особенно это касается сферы сельского хозяйства. Как это работает? Сельхозпроизводители вместе с государством, со страховыми компаниями видят, что возрастает частота стихийных бедствий, которые приводят к недополучению, а зачастую гибели урожая. Причем риск этих ситуаций будет возрастать. Чтобы спасти фермеров от разорения, во многих государствах мира разрабатываются специальные инструменты климатического страхования. Причем вот на этом рисунке очень четко понятно, как в различных странах мира инструменты климатического страхования, они интегрируются в стратегические документы развития страны, будь то оно в стратегии адаптации, либо национальное сообщение. Для очень большого количества стран, Европы и не только, климатическое страхование является обязательной, важной, приоритетной мерой. Применительно к Кыргызстану, о чем мы говорим? Вот как это может работать на примере других стран? Есть Финляндия, Греция, Нидерланды. Например, в ряде стран, таких как Финляндия, предлагаются освобождение от налогов до 2027 года для страховых продуктов, покрывающих ущерб сельхозкультурам, вредителям растений и здоровью животных от последствий изменения климата. То есть, условно говоря, экономика выглядит так. Научно доказывается, что с такой-то частотой возникновения чрезвычайной ситуации стихийных бедствий фермер там, статистически будет терять 20-30% урожая. Определяется, готовы ли вы платить 2% от стоимости вашего урожая, чтобы устранить риск потери урожая 30% через каждые 3 года. Бизнес говорит, да, мы не все, но частично готовы платить. И в этом случае заключается, по сути, обычный страховой договор, и фермер получает то, что называется хеджирование риска. Он в любом случае, урожай хороший, он получает свою плановую выручку и платит страховую премию, там 2% от стоимости урожая. Урожай плохой, все погибло, он получает страховое возмещение на свой урожай и при этом не разоряется. Вот таким образом работают эти продукты. Они реализованы в Греции, они реализованы в Нидерландах, и это та вещь, которая сейчас особенно актуальна для государств Центральной Азии. Почему? Потому что у нас есть долгосрочные оценки последствий изменения климата, и ближе туда, к 50-60 годам, если ситуация будет развиваться не очень хорошо,
Экстремальное погодное явление, их частота возникновения и негативное влияние на сельское хозяйство могут кратно возрасти. У вас, по сути, каждый сельхозгод будет экстремальным. В каждый сельхозгод вы будете недополучать урожай. Добавляем сюда социальные аспекты, добавляем сюда вынужденную миграцию за снижение уровня жизни сельскохозяйственных территорий, добавляем сюда деградацию земель и прочие негативные факторы и получаем, большую очень проблематику для снижения экспорта сельхозпродукции и так далее. Поэтому указанный инструментарий, он призван улучшить и обеспечить экономическую устойчивость сельхозпроизводителя как одних из наиболее критически уязвимых секторов. Следующая высшая лига страховых инструментов для стран с развитыми рыночными инструментами – это страхование экономии энергии от реализации энергосберегающих мероприятий. Этот инструмент работает тогда, когда у нас развит рынок энергосервиса. То есть, условно говоря, заключается энергосервисный контракт. В случае, если у вас недополучается определенная величина экономии, а вы уже запланировали, что вы 30% энергии сэкономите по объективным причинам, если она не достигается, то вам выплачивается там страховое покрытие, и вы тем самым достигаете хотя бы нужной финансовой экономии для себя. И такого рода инструменты, они достаточно успешно работают в странах Европейского Союза, Северной и Латинской Америки на сегодняшний день. То есть развитием этого инструмента вы будете заниматься тогда, когда у вас уже создадутся такие рыночные, квазирыночные инструменты финансирования энергоэффективности. Пока что это достаточно рано, но тем не менее мы видим определенный потенциал в этих инструментах через определенный период времени. Таким образом, уважаемые коллеги, это не все инструменты. То есть у нас есть ряд других инструментов точечно, которые могут позволять финансировать проекты в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства. Мы видим, что не все инструменты могут быть одинаково эффективны в Кыргызстане, но мы видим, что часть инструментов может быть запущена достаточно, может быть реализована в перспективе, часть инструментов может быть реализована в долгосрочной перспективе. Тогда, наверное, если затем переключаемся уже на финализирующую презентацию, стратегические рекомендации, дорожную карту. Как мы видим развитие климатических финансов. Поэтому, если есть у аудитории вопросы сейчас, милости просим. Если нет, мы будем двигаться дальше. Собственно, как вы могли уже заметить, мы потихонечку подводим вас. Так, подождите. Минутку, подождите, пожалуйста. 5-я презентация. Да, все верно, спасибо. Мы вас подводим последовательно к тому, какие же инструменты климатического финансирования мы будем вместе с вами применять и развивать. И еще раз, рефлексируя тот вопрос, который у нас неоднократно сегодня поднимался, каковы же ключевые подходы к оценке потенциала климатического финансирования в Кыргызской Республике. Мы с вами видим одну очень важную вещь, что и индустрия, и регуляторы, и бизнес, они очень четко реагируют на финансовые такие показатели. Покажите нам, где деньги лежат, покажите нам, сколько нам ресурсов надо, покажите нам, в какие направления мы должны инвестировать. И всегда есть большая проблема. Каков же вообще объем вот этого зеленого климатического рынка и какая ресурсная потребность под все это необходима? Вот в рамках нашего проекта мы пытались ответить на этот вопрос, заходя одновременно по нескольким направлениям. Например, мы должны знать и понимать текущие прогнозируемые значения ключевых индикаторов, таких как энергоемкость, углеродоемкость, доля возобновляемых источников энергии в масштабах страны и в межстрановом сопоставлении. Зная указанные индикаторы, мы можем понимать, как далеко мы можем продвинуться по определенным показателям и какие ресурсы нам потребуются для этого. Следующий блок – это текущие прогнозируемые затраты на реализацию основной программы стратегии. Это тот подход, который делали коллеги, когда разрабатывали определяемые на национальном уровне вклады и отраслевые госпрограммы. Наконец, мы должны понимать, какие объемы финансирования по проектам международной технической помощи иностранным кредитным линиям заходят в страну. И этот подход мы сегодня тоже показали на примере вот этих двух баз данных IATI и Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.
Также мы должны профилировать зеленый климатический рынок, исходя из показателей бюджета всех уровней. Республиканского бюджета, региональных бюджетов. Какие ресурсы там аккумулируются и выделяются на указанные цели и задачи. Для этого и выполняется такая важная работа, как разработка в том числе зеленой таксономии, какие виды деятельности являются зелеными устойчивыми. И выполняется вещь, которая называется, ну, по-русски метки, бюджетное таргетирование, метки бюджета, budget tagging. То есть вы соотносите определенные расходы государственного бюджета с определенными зелеными тематиками и узнаете, сколько, условно говоря, ресурсов туда зашло по этим темам. Наконец, вы должны анализировать показатели кредитных портфелей банков и структуру затрат предприятий. Это такая terra incognita, далеко не всегда эта информация транспарентна и прозрачна, но мы вот в рамках нашего проекта определенные цифры получили, и сегодня с радостью их с вами обсудим, равно как и завтра с бизнесом. И, наконец, показатели производства, импорта, экспортной операции на рынке зеленых технологий. То есть мы должны и можем использовать вот эти данные для того, чтобы понимать, какой все-таки рынок, особенно исходя из профиля Кыргызстана, когда вы импортозависимая страна по большинству ключевых вот этих позиций климатических решений. Таким образом, вот анализ всех этих источников данных, он позволяет нам сделать достаточно четкую оценку, что собой представляет климатический рынок и какова потребность в климатическом финансировании в определенных климатических инструментах. Этот подход именно работает таким образом, поэтому это важная задача, которую должны у себя реализовать и национальные партнеры, и регуляторы, которые будут системно заниматься этой тематикой. Сейчас я хотел бы сконцентрироваться и несколько слайдов вам показать касательно структуры государственных финансов Кыргызстана для того, чтобы подсветить определенные моменты. Анализ потенциала климатического финансирования всегда начинается с анализа структуры экономики и динамики экономики. Здесь мы на левом графике имеем динамику ВВП в номинальном выражении в миллиардах сомов. И мы видим, что, в принципе, ну, здесь была такая позитивная достаточно динамика, был объективный спад во время пандемии ковида, затем начался отскок экономики. Ну, понятно, что есть инфляционная составляющая, но так или иначе в номинале ВВП достаточно активно вырос. А вот правый слайд, он нам демонстрирует структуру ВВП по итогам 9 месяцев 2023 года. И здесь есть два типа столбцов, зеленые и синие. Вот зеленые столбцы – это те столбцы, которые, по нашему мнению, показывают долю ВВП тех секторов, которые достаточно интересны с точки зрения развития инструментов климатического финансирования. И структура экономики Кыргызстана, она достаточно интересна. Например, ну, порядка 11% у нас занимает сельское лесное хозяйство. Обрабатывающая промышленность – это всего лишь 10,5%. Госсектор занимает порядка 6,6%, строительство 5%, транспорт 3,5%, добыча полезных ископаемых 2,2%. При этом доминирующий сектор – это сектор услуг, оптовой розничной торговли, то есть малый и средний бизнес, который совершенно точно, как мы видели сегодня по структуре ВВП и по структуре энергоемкости, прошу прощения, не является крупнейшим потребителем энергоресурсов, но который является крупнейшим как бы донором валового внутреннего продукта в структуре экономики. Это важный аспект, который мы должны учитывать, исходя из следующего слайда. Это объем и структура капиталовложений в разрезе отраслей. Смотрите, в чем суть состоит климатического финансирования. Она состоит в том, что вы вводите вот в этот левый и центральный график новую составляющую, по сути, новый источник финансирования. Что у нас сейчас происходит с Кыргызстаном? Достаточно нетипичная структура для других государств. Обратите внимание, у нас есть два ключевых источника финансирования. Оранжевый столбец – это средства предприятий и организаций. Ну вот за 9 месяцев 2023 года у нас почти 35,5 миллиардов сомов средств предприятий, организаций. Это объем капиталовложений. А второй по значимости источник финансирования – это средства населения, ну и другие источники. И мы с коллегами вот вчера, когда обсуждали эту тематику, пришли к выводу, что средства населения – это в первую очередь средства, которые направляются в сектор жилищного строительства, потребительского сектора, то есть покупка товаров потребительских длительного пользования. В то же время, что мы видим? У нас есть
растущая доля бюджетных расходов. То есть если в 18, 19, 20, 20 годах он был от 5, где-то порядка от 3,5 до 5% доли бюджетных расходов в структуре капитальных издержек, то в 2020 году эта цифра составляла 8%, а за 9 месяцев 2023 года доля госбюджета, бюджетных средств в капитальных вложениях составила 14,6%. Как бы переводим на понятный язык, что это означает. Что доля бюджетного финансирования в структуре капитальных затрат существенно возрастает. При этом снижается доля международных кредитов, иностранных грантов и помощи. То есть бюджетные ресурсы начинают потихонечку замещать ресурсы международной технической помощи, зарубежных грантов. Вот особенно это активно продвигалось в 2023 году, тенденция, мы видели ее. О чем это нам говорит с точки зрения перспектив климатического рынка? То есть позитивный момент и негативный момент. Позитивный момент заключается в том, что средства предприятий, организаций, инвестируемые и занимающие основной удельный вес в структуре капитальных вложений, то есть предприятия, организации готовы инвестировать, в том числе в основные фонды, следовательно, и в решения, связанные с лампования, хозяйственная техника. Здесь все сидит вот в статье средства предприятия, организаций. Второй позитивный момент – это то, что население активно является активным участником вот этого финансового рынка, то есть инвестируя большие ресурсы домохозяйств в определенные нужды: жилищное строительство, ремонт, потребительский спрос. Задача государства как регулятора состоит в том, чтобы дополнить вот эти две ключевые статьи финансирования инструментами климатического финансирования, для того, чтобы заместить частично вот эти источники новыми инструментами. При этом негативная тенденция состоит в том, что вы все меньше начинаете использовать иностранных кредитов и грантов и технической помощи. Надо разобраться с причиной, почему это происходит. Причин может быть несколько. Первое, доноры видят, что у вас там дела идут лучше, и они переключают эту помощь на другие государства, менее успешные в регионе и в целом по миру. Либо другой фактор здесь может работать, что вы хуже работаете над портфелем проектов, и вы меньше ресурсов привлекаете. С первым фактором мы немного особо делать можем чего, то есть если он не хочет, страны не будет. Но мне кажется, что проблема состоит во второй причине, и что именно мы подошли, возможно, к ситуации, когда в последние годы не были разработаны достаточно капиталоемкие какие-то проекты, либо кредитные соглашения, которые вот эту долю грантов зарубежного финансирования снизили. И тревожный звонок – это то, что растет доля бюджетного сектора в капитальных затратах. В принципе, бюджет в нормальной здоровой экономике должен включать вот эту компоненту капитальной затраты только в каких-то критических отраслях. Там дорожное строительство, серьезные инфраструктурные проекты, которые не могут обеспечить обычную окупаемость там, где государство должно выполнять свою задачу. Во всех остальных случаях, будь то энергетическая инфраструктура, с инструментами, в том числе климатического финансирования. Этого не происходит. То есть мы должны этот фактор иметь в виду, и государство должно по возможности снижать долю капитальных затрат, свой удельный вес государственных источников капитальных затрат, по возможности делегируя это иным рыночным механизмам, в том числе инструментам климатического финансирования. Потому что денег в бюджете всегда не хватает. Если вы будете делать все большую ставку на средства государственного бюджета, любой макроэкономический шок приведет к тому, что вы не сможете выполнить эти обязательства по развитию рынка. У вас появляется финансирование, коммерческое финансирование, ваша инфраструктура будет гораздо более устойчивой. И правая диаграмма, на которую я хотел обратить момент, это объем государственных расходов на охрану окружающей среды и ЖКХ. Это просто как маркер того, что происходит с точки зрения бюджетного финансирования ряда отраслей, которые являются потенциально перспективными. Что мы видим? Валовые показатели растут в миллиардах сомов,
но при этом сектор охраны окружающей среды, куда в том числе включаются и всевозможные адаптационные решения по сельскому хозяйству, по водному сектору, лесному сектору, это чуть более миллиарда сомов по итогам 10 месяцев 2023 года. Крайне малая сумма. Аналогично сектор ЖКХ. Мы имеем сумму долларов плюс-минус в год. Это недостаточно для восполнения основных фондов, для реализации каких-то масштабных инфраструктурных программ повышения энергоэффективности. А мы с вами помним, что в секторе ЖКХ сосредоточен основной рыночный потенциал в сфере развития климатического финансирования. И имея в виду, что госрасходы в этой сфере составляли всего лишь 7,5 миллиардов, мы понимаем, что этих ресурсов будет критически недостаточно. Соответственно, нам нужны новые инструменты. Где мы можем взять эти деньги? Коммерческие кредиты, инструменты, ресурсная база банков. Но хитрый вопрос, как это сделать? Это основной вопрос, как это сделать. Надо для начала посмотреть на в целом, что собой представляет рынок кредитования в Кыргызстане. Например, мы можем видеть, что по данным Нацбанка, активы коммерческих банков Кыргызстана достаточно устойчиво растут в последние годы. Они достигают уже почти 600 миллиардов сомов. При этом структура кредитного портфеля, она тоже достаточно интересна. У нас основной удельный вес занимают торговые коммерческие операции, то есть это 84, по-моему, миллиарда, наверное, сомов, прошу прощения, по итогам 11 месяцев, порядок очень маленький. Но на втором месте идут потребительские кредиты, на третьем сельское хозяйство. То есть из климатически уязвимых секторов у нас сельское хозяйство первое место занимает 31 миллиард сомов. Затем ипотеков более чем в 3 раза уступает. Транспорт, промышленность – это достаточно небольшой удельный вес. Вывод основной, который мы формируем. Текущая структура кредитного портфеля, она отражает, в принципе, структуру экономики. У нас есть торговый сектор торговых услуг и коммерческих услуг как ключевой сектор в экономике. И у нас есть большой сегмент потребительского кредитования, сопоставимый с крупными секторами экономики, с которыми банки предпочитают работать. Вывод, который мы делаем, то есть сегмент потребительского кредитования, он интересен банкам, и мы должны предложить продукт финансовый, климатическое финансирование, который будет работать с этой группой потребителей. Ну и другие сегменты у нас пока что не дотягивают с точки зрения привлекательности. И отдельный момент, на который хочется сделать акцент, это географическое распределение кредитного портфеля. Половина всех кредитных ресурсов концентрируется в Бишкеке. То есть территория страны она очень неоднородна, и когда мы будем работать над дизайном климатического финансирования, надо понимать, что там половина займов, половина субсидий, половина иных инструментов, они могут быть локализованы в городе Бишкек. Только в связи с тем, что вся основная экономика, жилая инфраструктура приоритетно сосредоточена здесь. И этот момент мы должны учитывать. Денег в экономике. Очень важный момент, наверное, ключевой момент, который позволяет нам сделать вывод о том, что не все хорошо в финансовой системе Кыргызстана. Но по последним данным Нацбанка ставка рефинансирования составляет 13%. Около 13%, если мне память не изменяет. И вот на левой диаграмме мы видим уровень средневзвешенных процентных ставок по всему пулу кредитов в национальной и в иностранной валюте, которые выдавались по состоянию на ноябрь 2023 года. И мы видим, что величина процентной ставки, которая есть в экономике, она, конечно, неприемлема для развития обычных инструментов коммерческого кредитования. Потому что, когда, например, у вас в секторе сельского хозяйства кредит уходит по 20,5%, в сфере ипотеки 16,9%, строительство 14%, то вы не можете реализовать коммерчески окупаемые проекты, у которых срок окупаемости будет 6, 7, 8 лет. Например, в Европе активно, вот мы брали сегодня пример энергосервисных контрактов, активно реализуют ЭСКО-проект, где срок окупаемости составляет 12-15 лет, но они кредитуются по 2-3% зачастую. И поэтому в указанной бизнес-модели окупаемость в 12 и даже в 15 лет, она может иметь коммерческий смысл. В условиях Кыргызстана при таком уровне процентных ставок у основных отраслей мы не будем иметь чисто экономического смысла в любых проектах, связанных с углеродным финансированием,
без одного решающего фактора, механизмов компенсации государством вот этих высоких процентных ставок. И над этим на самом деле работают все институты развития, зарубежные финансовые институты. То есть наличие такого рода высоких ставок не является запретительным барьером для того, чтобы ничего не делать. На самом деле есть куча инструментов, мы сегодня на них посмотрим, как указанная проблема может быть снята. И второй аспект, на который хочется обратить внимание, это величина процентных ставок в зависимости от срочности кредитных ресурсов. То есть короткие ресурсы, они в экономике Кыргызстана дороже. Для кредитов на срок более 3 лет, вот по состоянию на ноябрь 2023 года, процентная ставка составила 15,6%, а климатические инвестиции – это длинные ресурсы. То есть у нас нет коротких денег, быстрых денег, указанные проекты. Соответственно, мы делаем вывод о том, что любой инструмент климатического финансирования, который будет ориентирован на привлечение ресурсов банков со стороны государства либо внешнего партнера, мы должны получить инструмент компенсации процентных ставок. И этот инструмент будет, в принципе, экономически обоснован. Так, еще раз хочу напомнить про оценку потенциала. Да, вот мы обозначили несколько подходов к тому, как посчитать рынок климатического финансирования перспективно. Вот этот подход, связанный с импортом зеленых технологий, это очень важный сигнал для бизнеса. То есть мы, с одной стороны, обсуждаем эту проблематику сегодня с точки зрения видения регулятора, но ключевую роль структурирования зеленого финансирования и климатического финансирования в Кыргызстане будет играть позиция бизнеса. Если бизнес видит емкую рыночную нишу, он пытается в эту нишу встроиться, тем или иным способом пролоббировать создание инструментов, например, по линии коммерческих банков. Если банки будут видеть, что есть, например, традиционные сегменты кредитования, потребительское кредитование, кредитование торгового сектора, сектора услуг, и если они видят, что, оказывается, есть большой многомиллионный рынок зеленой тематики, климатической тематики, для них это будет веским мотивом развивать соответствующие финансовые продукты. И мы сегодня поговорим детально о том, как это можно сделать. Важный национальный индикатор, индикативный документ, на который всегда обращают внимание, и в первую очередь обращают внимание, что особенно важно, международные партнеры, это стратегические документы, и в случае Кыргызстана это определяемый на национальном уровне вклад. Это наш основной документ, в котором прописаны цели климатической политики, насколько мы должны снизить эмиссию парниковых газов в разрезе различных сценариев, и при различных сценариях международной поддержки денег нам дают или денег нам не дают, или дают меньше, чем мы хотим. И, наконец, здесь задаются очень четкие, понятные количественные индикаторы, где, в каком секторе, какой ресурс нам необходим. И очень важно, глядя на АНУФ Кыргызстана, понимать следующее, что способность реализации со стороны целей долгосрочной климатической политики ключевым образом, и правительство это понимает, зависит от международных ресурсов, международной поддержки. В АНОВе прямо указано, если у нас есть только собственные внутренние ресурсы, мы сокращаем эмиссию там на 2,3 миллиона тонн СО2 эквивалента. Если у нас приходит внешняя поддержка, мы удваиваем этот объем сокращений. Все. То есть есть прямая, четкая взаимосвязь между объемом ресурсной поддержки, которую страна планирует получить, и возможностью доступа к международному финансированию. Сколько денег нам надо? 10 миллиардов долларов. Из них даже номинально по этому документу мы только на треть, по сути, обеспечены собственной ресурсной базой. 2/3 изначально предполагалось привлекать по международным каналам. Вот считайте сами, 7 миллиардов долларов минимум нам надо найти по международным источникам. А затем, собственно, чему был посвящен вот этот анализ источников климатического финансирования? Мы пытались понять, окей, надо 10 миллиардов долларов, из них 6 мобилизовать, 7 мобилизовать на внешних по внешним источникам, а сколько же реально мы смогли привлечь за 10 или 11 или 12 лет. Ну и оказалось, что суммы не слабые смогли привлечь, но они и близко не стоят с теми целевыми индикаторами, которые у нас запланированы по АНУФ. Соответственно, это подводит нас к следующему вопросу. В каких секторах, в каких объемах мы должны направлять ресурс.
Вот почему я транслирую как бы логику международных доноров, международных финансовых организаций. Когда они разговаривают с вами, обсуждают проект, они смотрят на АНУФ, они смотрят вот на эти цифры. Ну, я привожу оригинально то, что изначально было в АНУВе. Сейчас у вас есть новый план, немножко скорректированные цифры, но они смотрят на секторы, смотрят, сколько вам необходимо в энергетике. Надо, например, в рамках таких-то сценариев 7,2 миллиарда долларов США. Вот исходя из этого, они готовы предоставлять инструмент в первую очередь под решение задач в наиболее, например, углеродоемких секторах экономики. Чем меньше у вас доля данного сектора в выбросах, тем меньше у вас, чем меньше у вас потребность в финансировании внешнем конкретного сектора, тем с меньшей охотой они будут вкладываться в инструмент финансовый для конкретного сектора, потому что его вклад в решение общей национальной проблемы не будет таким значительным, как в случае, если не вложится в наиболее крупный сектор. Транслирую это простым языком. Что это означает? У нас есть 3 ключевые отрасли, на которые будет приходиться основной объем финансирования. Ну, три ключевых сектора. Это энергетика, водные ресурсы и сельское хозяйство. Вся инфраструктура климатического финансирования в Кыргызстане, она должна в первую очередь быть выстроена вокруг этих отраслей. Если мы смотрим на сектор энергетика, мы его дезагрегируем на несколько ключевых категорий, вокруг которых будет выстраиваться климатическое финансирование. Это повышение энергоэффективности, которое в свою очередь будет, исходя из структуры вашей экономики, основной акцент делать на жилой сектор и бюджетный сектор, и возобновляемые источники энергии. То есть, когда мы говорим про климатическое финансирование, нам нужны продукты по повышению энергоэффективности и по поддержке возобновляемых источников энергии, потому что эти продукты дадут нам максимальное сокращение СО2. Когда мы говорим о водный сектор и сектор сельского хозяйства, это адаптационные проекты, значит, вокруг этих двух секторов также будет сосредоточено по убыванию основное внимание партнеров и доноров. Все остальное – это комплементарное. Ну, помимо сектора снижения рисков чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, конечно же, не забываем про это. Но это уже несколько иной акцент. Поэтому сейчас мы последовательно рассмотрим основные инструменты, которые в мире применяются, и попытаемся оценить их применимость либо неприменимость применительно к условиям Кыргызстана. Начнем с такой достаточно глобальной и активно развивающей тематики направления системы торговли выбросами парниковыми газами. В рамках нашего проекта мы собрали, консолидировали основные данные по всем ключевым системам торговли выбросами. Ну, вернее, мы знаем, где эти данные найти. Это данные Всемирного банка. У них на портале, соответственно, вся информация есть в открытом доступе. Что важно? В мире есть несколько десятков систем торговли выбросами. И совершенно точно нету универсального решения для Кыргызстана. Каждая система, она функционирует в универсальном, в совершенно уникальном законодательном поле. Там есть свои специальные, значит, нюансы, национальные, страновые, отраслевые, которые необходимо учитывать. Но если мы посмотрим на общую динамику мировых систем торговли выбросами, мы видим, что есть 3 ключевые системы, которые охватывают в общемировом масштабе наибольший объем выбросов. Это европейская система, китайская система и корейская система. На каждую из них приходится от 1 до 9% общемирового объема эмиссии. А дальше по убывающей у нас идут отдельные национальные и даже региональные системы торговли выбросами. Но основной момент какой, что если мы посмотрим абсолютные обороты по указанным системам, мы можем видеть, что даже в крупных странах, левый график, объем торговли, он небольшой. Ну, исключением составляют 3 системы. Европейская система торговли выбросов, там оборот за 2022 год был 42 миллиарда долларов. В рамках системы торговли выбросами Великобритании мы имеем 7,6 миллиарда долларов, и порядка 7 миллиардов пришло на немецкую национальную систему торговли выбросами. Все остальное – это десятки миллионов долларов даже для особо крупных, относительно крупных стран и регионов. Правая диаграмма, она демонстрирует нам цену стоимости квот в разрезе различных систем торговли выбросами. Например, если для европейской системы это было в среднем 96 долларов, хорошая цена, которая обусловила высокий оборот.
для Швейцарии, Великобритании это 88,94, то, например, для Казахстана это 1,1 доллара США. То есть практика хорошая Казахстана, которая есть, которая транслируется как пример государств Центральной Азии, это хороший пример таких регулятивных попыток, инфраструктурных попыток создать механизм, но он ничтожный с точки зрения мобилизации климатических ресурсов. Поэтому, проецируя возможность и необходимость внедрения системы торговли выбросами углерода в Кыргызстане, можно сделать следующий ответ. Смысла в национальной системе на сегодняшний день нет. Но, возможно, появятся перспективы и предпосылки для внедрения региональных систем торговли выбросами в рамках ЕАЭС, например, либо в рамках неких двусторонних соглашений там, с крупными странами или центральноазиатские государства решат что-то подобное запустить, или вы запартнерите с Китаем. Так или иначе, это история, которая не сработает быстро и сейчас не позволит вам мобилизовать более-менее значимый финансовый ресурс. Поэтому обязательно учитывайте при дизайне данный аспект. Вторая тематика, которая реализуется в мире. Как мобилизовать климатические ресурсы? Вводится углеродный налог. Хотя это не совсем элемент как бы рыночного финансирования, да, это там квазифискальная мера, но мы его часто рассматриваем как инструмент. Опять же, по данным Всемирного банка, у нас есть несколько десятков примеров систем углеродного налогообложения. То есть они активно работают и в азиатском, и в африканском регионе, и в Европе, и в Латинской Америке, и в Северной Америке. Примеров великое множество. Но если мы посмотрим на конкретный... Так, минутку. Да. Если мы посмотрим на конкретные кейсы, какие же системы являются наиболее успешными с точки зрения охвата объемов выбросов, мы увидим, что это японская, южноафриканская, мексиканская системы. То есть на них приходится где-то от 1,7 до 0,6% охвата мировых выбросов. Все остальное – это относительно небольшие истории, региональные и на уровне провинции. Опять же, если смотреть в деньгах, что такое введение системы углеродного налога для определенной страны либо провинции? В Канаде, в Калифорнии, в Швеции, в Норвегии, Финляндии, Японии, Швейцарии этот инструмент позволяет мобилизовать достаточно большой ресурс. Ну, свыше $1 миллиарда. В случае Канады это 5,5 миллиардов долларов. Но если мы посмотрим на ставку углеродного налога как на базовый индикатор, а им субъектом углеродного налогообложения могут являться широкий спектр там решений. Например, это может быть автомобильное топливо, это может быть топливо для электростанций, тот же уголь, мазут, природный газ и так далее, в зависимости от эмиссии. Мы увидим совершенно разноплановую картину, которая отличает страны на два порядка. Ну, примерно. В Уругвае величина налога на выбросы углерода достигает $156 за тонну. То есть это абсолютно драконовская мера, которая стимулирует очень быструю декарбонизацию углеродоемких отраслей, энергетики, топлива. Но если мы посмотрим на углеродный налог в Украине, он составляет $0,8 на тонну. То есть это абсолютно такая косметическая мера, которая не решает никаких проблем, просто попытка страны показать, что они движутся по этому направлению. А в Польше, в Латвии эта величина варьируется там, от 14 до $16 за тонну СО2. Поэтому, говоря про Кыргызстан, может ли этот инструмент работать? Теоретически да. Но он, например, имело бы смысл, исходя из ваших экологических проблем, которые у вас есть на сегодняшний день, и решение проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Бишкеке, рассматривать его, возможно, в перспективе как фискальную меру, которая позволит, например, постепенно выводить из эксплуатации старый транспорт, старый автомобильный транспорт, старый коммерческий транспорт, и таким образом создавать дополнительные фискальные стимулы для обновления автомобильного парка, чтобы решить экологическую проблему. Но не более того, опять же, применительно к Кыргызстану, мы не можем сказать, что такого рода инструмент поможет мобилизовать некие значительные ресурсы, даже 10%, даже 5% для решения задач, связанных с реализацией определяемого на национальном уровне вклада. Следующая тематика, которая кажется более перспективной для Кыргызстана – зеленые облигации. Ну, важно понимать там вводную часть такую небольшую, напомнить, что такое облигация. Облигация – это долговой инструмент. Вы выпускаете в оборот ценную бумагу,
Но ее зеленая окраска говорит о том, что эта облигация носит целевой характер, и ресурсы, которые вы получаете, реализуя такую облигацию, будут направлены на зеленые, например, климатические, энергоэффективные иные проекты. Почему зеленые облигации на сегодняшний день являются важным инструментом, с которым целесообразно, вот в части зеленых облигаций, его целесообразно всемирно поддерживать в Кыргызстане? Международные организации, международные доноры очень любят климатические облигации, потому что они могут быть структурированы под решение и достижение конкретных целей устойчивого развития. Есть достаточно большое количество руководств и рекомендаций по инфраструктуре климатического финансирования. И чем хороши зеленые облигации, они позволяют нам реализовать много чего по целям устойчивого развития. Сейчас будет несколько слайдов, которые помогут нам четко понимать, например, каким ЦУРам могут способствовать зеленые облигации, решения. Ну, например, ликвидация бедности, ликвидация голода, там крепкое здоровье, хорошее самочувствие, чистая вода и санитария, доступная чистая энергия. Под каждую цель устойчивого развития, которая в той или иной степени затрагивают аспекты, ну, связанные с изменением климата, мы можем структурировать продукт, то есть мы можем подготовить зеленую облигацию и тем самым привлечь финансирование. Зеленые облигации – это, как правило, инструмент, который может быть реализован на внутреннем рынке, если у вас есть соответствующий фондовый рынок, соответствующие институциональные инвесторы, или же может быть ориентирован на внешний рынок, то есть на внешнего покупателя этого долгового инструмента. А мы с вами помним, что есть из первой нашей презентации, что на сегодняшний день есть зеленые климатические инвестиционные фонды. Они как раз в свой проект, в свой портфель инвестиционных проектов скупают такого рода инструменты и инвестируют. Они никогда не будут инвестировать в зеленые месторождения, в нефтяное месторождение, но они будут охотно инвестировать в эмиссию подобного рода зеленых облигаций, которые вы, например, как страна, можете взять и использовать для финансирования крупных инфраструктурных проектов, например, по развитию водного сектора, строительству новых водозаборов, модернизации водоочистных сооружений, повышение надежности водоснабжения уязвимых сельскохозяйственных регионов, строительство крупных объектов ветроэнергетики, развитие зарядной инфраструктуры электротранспорта, обновление парка общественного транспорта с переводом его на электрическую тягу, то есть электробусы и так далее и тому подобное. Это один из важных инструментов, который позволяет нам единоразово мобилизовать достаточно большой ресурс. Когда мы начинаем смотреть на инструмент зеленых облигаций, очень важны так называемые истории успеха. Подскажите нам, где, как говорится, что-то подобное было сделано, желательно в нашем регионе, где коллеги из других стран могли мобилизовать подобного рода ресурсы, значительные для решения важных государственных задач. И таких кейсов достаточно много. Мы взяли статистику люксембургской биржи. Это абсолютно открытые данные. Кстати, один из немногих источников, который находится в открытых данных. В основном по зеленым облигациям данные закрыты, но мы рекомендуем вот эти данные. Это банк данных, он тоже у нас будет распространен среди всех коллег, которые участвуют. Обратите внимание, первая строка. В Кыргызстане были выпущены так называемые социальные облигации, пилотный выпуск. Но в дальнейшем эта история пока что развития не получила. Ни по зеленым инструментам, ни по ESG, так называемым инструментам. Но зеленые облигации, инструменты активно выпускались в последние годы в Армении, в Казахстане, в Грузии, в Украине, в Узбекистане. И целью задач как раз стояла мобилизация финансирования для реализации достаточно крупных инфраструктурных проектов. Поэтому даже в странах, которые сталкиваются с сопоставимыми социально-экономическими проблемами, вы как государство можете всегда пытаться найти дополнительный ресурс для того, чтобы мобилизовать финансирование по вот этим каналам. Как правило, уровень доходности там, ну, скажем так, сопоставим, и уровень затрат на эмиссию облигаций сопоставим с коммерческими займами, с займами по линии международных финансовых организаций. Но это хороший альтернативный инструмент, когда вы хотите иметь там больше гибкости, больше срок, меньше срок на реализацию проекта, потому что структурирование проекта с Европейским банком реконструкции и развития и так далее у вас займет несколько лет. А здесь вы в течение года можете обеспечить выпуск
бумаги, ее верификацию независимым верификатором и запуск в обращение получения живых денег. Поэтому, когда у государства стоит задача быстрой оперативной мобилизации финансирования, вы с вот этими зелеными бандами можете достаточно быстро реализовать нужный пул инвестиционных проектов, тем самым имея предсказуемую структуру последующего финансирования. Облигации выпускаются на достаточно длительный период, где-то 7 лет, где-то 10 лет, имеют фиксированную доходность, то есть вы прогнозируете свой внешний долг. Вы знаете, что и через 10 лет по этой бумаге вам надо выплатить там 5,5% купонного дохода. Все бумаги, они проходят оценку независимыми верификаторами. Когда вы залезете на сайт вот этой люксембургской биржи и даже посмотрите на тот файл, который мы вам предоставим, вы увидите, что там каждому вот этому проспекту эмиссии есть гиперссылка на отчетный документ. Отчетный документ валидатора, верификатора этой бумаги, международную структуру. И вы уже сейчас можете знать, на что вам надо обратить внимание, если вы собираетесь активно использовать инструмент зеленых облигаций для решения проблем проектов в водном секторе, сельского хозяйства, энергоэффективности. Вы видите, что написано как бы в проспекте эмиссии, вы увидите, на что обращают внимание международные партнеры, вы увидите, каковы их требования, и тем самым вы свою национальную нормативную базу сможете уже достаточно оперативно готовить к тому, чтобы работать эффективно с указанным инструментом. То есть в нашем понимании вы можете по линии зеленых облигаций мобилизовывать несколько десятков миллионов долларов в год, которые относительно комфортно лягут на ваш общий совокупный долг. У вас долг общий порядка 7 миллиардов долларов государственный. Но при этом мобилизация несколько десятков миллионов на приоритетный проект под предсказуемую такую нормальную, комфортную, достаточно процентную ставку, это будет неплохим решением, которое быстро позволит крупные ресурсы выдернуть и направить на нужные проекты. Отдельно хочется остановиться на механизмах проектов повышения энергоэффективности. На самом деле их великое множество. Начиная от собственного финансирования, за собственные ресурсы, инструмент зеленых облигаций, опять же вспоминаем, лизинг, оборудование, займы и заканчивая более сложными формами, например, там энергосервисные контракты, про которые мы уже говорили сегодня. Важно понимать следующее: нет универсального инструмента. Например, бизнес, для них более понятно является работа с лизинговым инструментом, потому что они работают активно с лизингом оборудования. Поэтому, создавая некий продукт по энергоэффективности для бизнеса, для промышленных предприятий, ну, например, теплотехническое оборудование, котлы, тепловые насосы, энергоэффективное насосное оборудование, энергоэффективное осветительное оборудование, компрессоры и так далее, вы можете создать систему поддержки внедрения бизнесом такого рода промышленного оборудования. Вы можете для себя сказать, что мы будем помогать бизнесу, например, компенсировать частично процентную ставку по такого рода кредитам, чтобы и банк получал приемлемую норму маржи для себя, и в то же время, чтобы эффективная процентная ставка была не очень высокой. Когда вы говорите про энергосервисные контракты, мы уже сегодня говорили о том, что здесь важно определить приоритетную модальность и приоритетный сектор, с которым вы хотите работать. В условиях Кыргызстана это в первую очередь будет госсектор, бюджетный сектор, жилой сектор. Соответственно, для них работу компаний целесообразно ориентировать на сектор бюджетный, ну и немножко на сферу ЖКХ и жилой фонд. Все остальное это не будет приоритетным, исходя из опыта работы энергосервисов в других странах. Особенно важно понимать следующий контекст. Есть так называемая лестница механизмов финансирования энергоэффективности. Вот внизу этой лесенки находятся традиционные там бюджетные либо квазибюджетные инструменты финансирования. Вверху находятся рыночные инструменты. То есть если мы движемся по этой лесенке снизу вверх, мы переходим от грантового бюджетного финансирования к револьверным фондам, затем, условно, эско-бизнесу, затем у нас еще выше стоят кредитные линии через банки развития, предоставляемые люди через коммерческие банки. Еще выше по этой рыночной шкале стоят инструменты дерискинга, то есть инструменты гарантирования и снятия рисков с инвестиций в подобного рода клиенты. И, наконец, на самом верху этой лестницы стоят энергосервисные компании, обычные коммерческие энергосервисные компании. Так вот, в чем состоит важный момент. Вы находитесь сейчас, условно говоря, в нижней
там треть этой лестницы. Вы в основном используете либо грантовые ресурсы, либо ресурсы, связанные с некой государственной ограниченной поддержкой. Ваша задача состоит в том, чтобы пройти по этой лестнице вверх и выбрать ту оптимальную модальность, которая будет работать в условиях Кыргызстана. Ну, например, суперэска, значит, механизмы кредитования, механизмы финансирования через револьверный фонд и механизмы соответствующего кредитования через коммерческие банки, банки развития и так далее. Это тот путь, который снизу вверх проходят практически все страны, которые занимаются финансированием. Затем, когда у вас создается развитая рыночная инфраструктура энергоэффективности, тогда сами на рынке появляются энергосервисные компании. То есть рынок и банки готовы работать на этом новом рынке, и бизнес сам решает, куда ему прийти. И важно понимать, что нельзя зачастую заняться сразу созданием энергосервисных компаний, не сосредоточившись на прохождении вот этих предыдущих ступеней. Как же решается проблема, свойственная экономике Кыргызстана, проблема высоких процентных ставок? Ну, это на самом деле есть очень большая диверсификация различных инструментов поддержки энергоэффективности в зависимости от стоимости денег, которые есть в экономике. Ну, например, в Японии есть отрицательные процентные ставки. В ряде стран они составляют единицы процентов, от 1,5 до 3%. В ряде стран ставки составляют где-то порядка до 5%. И в указанных государствах активно работают механизмы субсидий на модернизацию, механизмы револьверного фонда, финансовой поддержки реализации энергоэффективных проектов через бюджетные ресурсы, эско-фонды, финансирование гранты для различных агентств. Но как только вы поднимаетесь в зону высокой инфляции, а у нас внизу находится Кыргызстан, вторая позиция снизу, это для стран с низким средним уровнем дохода. Вот для Кыргызстана у нас 13% ставка рефинансирования, для Украины 25%. То в этих странах более активно работают программы господдержки, а также финансирование донорами, международными финансовыми организациями. Вот это как бы то, что у нас есть. Но для стран, которые находятся в зоне государств с низким уровнем дохода, таких как Кыргызстан, низким средним уровнем дохода, важный инструмент стимулирования развития энергоэффективности могут являться налоговые стимулы для проектов и частичное покрытие гарантиями проектных рисков. Вот эти инструменты де-рискинга. То есть, опять же, занимаясь дизайном национальной системы климатического финансирования, мы должны учитывать макроэкономику, и мы должны учитывать то, какие инструменты работают в странах с аналогичными макроэкономическими проблемами. У нас есть решение. То есть, что делает государство? В условиях Кыргызстана мы берем, создаем, например, определенные стимулы для проектов. Снижаем величину НДС, либо вообще его обнуляем. Снижаем определенные ставки налогов, ввозные импортные пошлины, если такой инструмент у нас может быть разрешен. Создаем инструменты гарантирования для того, чтобы компаниям не пришлось рисковать своим имуществом, либо гарантировать, что определенное возмещение и определенное снижение потребления энергии будет гарантировано и так далее. Вот так это работает. Если мы говорим про супер-эско, да, еще раз зафиксируем этот момент, что супер-эско – это ключевая, как бы, квазигосударственная, как правило, компания, которая аккумулирует себя, управляет большим пулом проектов, субконтрактуя на эти цели и задачи обычные традиционные энергосервисные компании и подрядчики. Глядя на Кыргызстан, мы, в принципе, видим этот потенциал для работы в привязке к бюджетному сектору. То есть, если поставить задачу модернизировать, утеплить, отреновировать несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры там за 2 десятка лет, то нам имеет смысл посмотреть на бизнес-модель супер-эско. При этом важно понимать, что ее, скорее всего, профандируют там в размере, может быть, до 20-30% государства через разовое какое-то вливание, а затем в последующем основная доля ресурсов будет предоставлена международной финансовой организации. То есть применительно к Кыргызстану мы бы оценивали такой потенциал ежегодных проектов, до 10 миллионов долларов, например, я думаю, что могли бы аккумулировать это порядка 2-3 десятков проектов в год они могли бы выполнять. Возможно, больше, уже когда обороты пойдут и компания сможет более активно большее количество проектов реализовывать. Вот как бы те пределы, которые есть у нас. С точки зрения модальности, супер-эско наиболее эффективно имеет смысл Кыргызстану посмотреть на опыт двух стран, это Саудовская Аравия и Арабские Эмираты.
Там очень четко показано и расписано, как указанные компании работают. Они были созданы с участием государства, профондированы государством, и при этом они очень тщательно подошли к разработке стандартов управления проектами. У них шикарные там закупочные процедуры, шикарные процедуры субконтрактации, большого количества субподрядчиков на реализацию. Поэтому вот это та модальность, которую мы видим достаточно перспективной с точки зрения, скажем так, организационного менеджмента. Отдельная наша головная боль в Кыргызстане – это финансовые продукты климатического финансирования для домохозяйств. Что мы сделали? Мы проанализировали опыт внедрения определенных финансовых инструментов для того, чтобы население, глядя на домохозяйство, мы говорим в первую очередь, как Европейский Союз помогал домохозяйствам ЕС повышать свою энергоэффективность, с помощью каких инструментов. И вот эта матрица, она содержит опыт, пример всех стран ЕС плюс Великобритания, какие инструменты, выделенные зеленым, доказали свою эффективность, высокую эффективность, желтенькие, какие были не очень эффективны и какие были низкоэффективны. Есть несколько инструментов, что делает государство. Оно может субсидировать покупку энергоэффективного оборудования, либо оборудования возобновляемых источников энергии, например, для отопления. Оно может субсидировать энергоаудиты многоквартирного или индивидуального жилого фонда. Оно может субсидировать тепловую модернизацию зданий. Государство может представлять субсидии на новое энергоэффективное строительство, субсидировать покупку энергоэффективной бытовой техники, субсидировать прочие энергосберегающие мероприятия, предоставлять льготные кредиты на энергосбережение. Если мы посмотрим на опыт стран ЕС, мы увидим, что основным эффективным инструментом стало субсидирование тепловой модернизации зданий, а также субсидирование покупки энергоэффективного оборудования возобновляемых источников энергии для отопления. Применительно к Кыргызстану это говорит о том, что да, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы запустить такого рода инструменты через, например, отдельный фонд поддержки домохозяйств, который предоставляли бы соответствующие микроинструменты финансирования. То есть это имеет смысл сделать, потому что население является активным заемщиком, оно является дисциплинированным заемщиком, оно платит по своим долговым обязательствам. И, как видна практика, население в странах Европейского Союза охотно вкладывалось в эти проекты, но при одном условии, что у нас существуют тарифные стимулы. То есть уровень тарифов на энергию был достаточно высок для того, чтобы там появлялась хорошая экономическая выгода. Поэтому, когда мы говорим про создание определенных инструментов для населения, работающих, мы должны понимать, что мы отходить от инструментов субсидий по электроэнергии. Имеется. То есть в этом случае оно будет работать, и в этом случае появляется экономический стимул для того, чтобы люди брали кредиты. Как это выглядит на практике? Хочет человек переключить свой дом с сжигания угля на природный газ, например, или поставить там пеллетный котел, либо тепловой насос, вы компенсируете государством 10, 20, 30% капитальных затрат, либо предоставляете рассрочку по платежу там, на 5 или 10 лет. Хочет человек купить энергоэффективный дом, построить индивидуальный, вы как государство разрабатываете типовые проекты такого жилья и говорите, что в случае, если вы для себя решили построить дом и берете типовой проект, мы вам даем льготный кредит, льготную зеленую ипотеку, например. Если человек решил поменять у себя в доме стеклопакеты, утеплить стены в индивидуальном жилом доме, крышу поменять или утеплить, опять же, в соответствии с определенными стандартами, вы ему предоставляете либо субсидирование, либо какие-то налоговые вычеты, либо рассрочки. Это дизайнится индивидуально. Вот так это работает. Люди готовы платить за те вещи, где они видят комфорт, где они видят прогнозируемую экономику понятную, а для государства нет разницы, как вы сэкономите там 1 киловатт-час. Вы его сэкономите на предприятии, в бюджетном секторе, либо у частного домохозяйства. С точки зрения достижения целей климатической политики все равно. Но поскольку у вас структура экономики такая, что из предприятий промышленных вы особенно ничего не выжмете, вы занимаетесь в этом случае, переключаете свое внимание на частный сектор. И частный сектор подскажет вам,
какие продукты ему нужны. Вот почему, например, завтра мы будем разговаривать с банками, тестировать их готовность работать с этими инструментами для того, чтобы, в перспективе уже более детально на них заходить. Еще один важный элемент, на который я хочу обратить внимание, это зеленые страховые продукты. Особенно это касается сферы сельского хозяйства. Как это работает? Сельхозпроизводители вместе с государством, со страховыми компаниями видят, что возрастает частота стихийных бедствий, которые приводят к недополучению, а зачастую гибели урожая. Причем риск этих ситуаций будет возрастать. Чтобы спасти фермеров от разорения, во многих государствах мира разрабатываются специальные инструменты климатического страхования. Причем вот на этом рисунке очень четко понятно, как в различных странах мира инструменты климатического страхования, они интегрируются в стратегические документы развития страны, будь то ОНУ, стратегия адаптации, либо национальное сообщение. Для очень большого количества стран, Европы и не только, климатическое страхование является обязательной, важной, приоритетной мерой. Применительно к Кыргызстану, о чем мы говорим? Вот как это может работать на примере других стран? Есть Финляндия, Греция, Нидерланды. Например, в ряде стран, таких как Финляндия, предлагаются освобождение от налогов до 2027 года для страховых продуктов, покрывающих ущерб сельхозкультурам, вредителям растений и здоровью животных от последствий изменения климата. То есть, условно говоря, экономика выглядит так. Научно доказывается, что с такой-то частотой возникновения чрезвычайной ситуации стихийных бедствий фермер статистически будет терять 20-30% урожая. Определяется, готовы ли вы платить 2% от стоимости вашего урожая, чтобы устранить риск потери урожая 30% через каждые 3 года. Бизнес говорит, да, мы не все, но частично готовы платить. И в этом случае заключается, по сути, обычный страховой договор, и фермер получает то, что называется хеджирование риска. Он в любом случае, урожай хороший, он получает свою плановую выручку и платит страховую премию, 2% от стоимости урожая. Урожай плохой, все погибло, он получает страховое возмещение на свой урожай и при этом не разоряется. Вот таким образом работают эти продукты. Они реализованы в Греции, они реализованы в Нидерландах, и это та вещь, которая сейчас особенно актуальна для государств Центральной Азии. Почему? Потому что у нас есть долгосрочные оценки последствий изменения климата, и ближе туда, к 50-60 годам, если ситуация будет развиваться не очень хорошо, экстремальное погодное явление, их частота возникновения и негативное влияние на сельское хозяйство могут кратно возрасти. У вас, по сути, каждый сельхозгод будет экстремально. В каждый сельхозгод вы будете недополучать урожай. Добавляем сюда социальные аспекты, добавляем сюда вынужденную миграцию за снижение уровня жизни сельскохозяйственных территорий, добавляем сюда деградацию земель и прочие негативные факторы и получаем, большую очень проблематику для снижения экспорта сельхозпродукции и так далее. Поэтому указанный инструментарий, он призван улучшить и обеспечить экономическую устойчивость сельхозпроизводителя как одних из наиболее критически уязвимых секторов. Следующая высшая лига страховых инструментов для стран с развитыми рыночными инструментами – это страхование экономии энергии от реализации энергосберегающих мероприятий. Этот инструмент работает тогда, когда у нас развит рынок энергосервиса. То есть, условно говоря, заключается энергосервисный контракт. В случае, если у вас недополучается определенная величина экономии, а вы уже запланировали, что вы 30% энергии сэкономите по объективным причинам, если она не достигается, то вам выплачивается страховое покрытие, и вы тем самым достигаете хотя бы нужной финансовой экономии для себя. И такого рода инструменты, они достаточно успешно работают в странах Европейского Союза, Северной и Латинской Америки на сегодняшний день. То есть развитием этого инструмента вы будете заниматься тогда, когда у вас уже создадутся такие рыночные, квазирыночные инструменты финансирования энергоэффективности. Пока что это достаточно рано, но тем не менее мы видим определенный потенциал в этих инструментах через определенный период времени. Таким образом, уважаемые коллеги, это не все инструменты. То есть у нас есть ряд других инструментов точечно, которые могут позволять финансировать
проекты в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства. Мы видим, что не все инструменты могут быть одинаково эффективны в Кыргызстане, но мы видим, что часть инструментов может быть запущена достаточно, может быть реализована в перспективе, часть инструментов может быть реализована в долгосрочной перспективе. Тогда, наверное, если что-то в секретаре, затем переключаемся уже на финализирующую презентацию, стратегические рекомендации, дорожную карту.